Нахожу верных друзей, я себе по всему свету. И вот стал уже взрослее и увидел всю планету. До сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать, научиться танцам, песням. Ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр самый сильный из батыров. Древний миф уральских гор расскажу я всему миру. Я учу башкирский язык, пашпорт телен öğrenem. Я учу башкирский язык, пашпорт телен öğrenem. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем второй урок башкирского языка в проекте Башкорт телен öğrenem. Башкирский язык – явление сложное и многогранное, но тем не менее очень интересное. В нашем проекте за 12 уроков мы намерены обучить нескольких человек основам башкирского литературного языка. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Для начала давайте сделаем небольшую фонетическую разминку и вспомним те моменты, которые вы проходили на прошлом уроке. Кто что может сказать о том, что изображено сейчас вот здесь, выведено на экран? Это современный башкирский алфавит. Составлен он на основе чего? На основе русских букв плюс Так. башкирских. Да, специфических башкирских букв сколько? 8. 9. Совершенно верно. Для того, Да, чтобы утвердить, что их давайте. 9, давайте вы их перечислите. Г. З. К. Н. С. Х. И Вот звуки в башкирском языке, как мы знаем, бывают гласные и согласные. Как мы классифицировали гласные звуки? Твердые из заднего ряда. Твердые, они же заднего ряда. И мягкие, они же переднего ряда. Да. Совершенно верно. Буква И среднего ряда. Только не буква, а звук. С чем связано, что И вдруг взял и оказался в среднем ряду? Ну что ему помешало? Ну ни вперед, ни назад. Я только помню, что и тут, и там он находится. А почему он и тут, и там находится? Ну, в собственно башкирских словах он какой? Передний, задний? Передний. В собственно башкирских, конечно, передний. Да, передний. Как и все, собственно, гласные вот из этой строки, он передний. В принципе, если бы мы говорили о собственно башкирских фонемах, я бы его вот сюда увел и все. Но, есть одно но. Какое? Перенятые слова, которые используются в башкирском языке. Буква И, звук И используется там как заднего ряда. В словах, заимствованных из русского языка, вообще все гласные воспринимаются как задние. Да. И что вы можете сказать о специфических звуках башкирского языка? Селестян. Закон гармонии классный, который у нас был. И вот эти специфические вот эти буквы, вот они как раз Только тесно вот связаны. Да. Только вот эти. Г и Г. И Г. Прекрасно. Я вижу твои произношения, себе успел хорошее поставить. За неделю потренировался. Великолепно. Для одного из звуков, которые здесь есть, не предусмотрена отдельная буква в башкирском языке. Что это за звук? В. Не предусмотрена буква в башкирском языке. Это В. Да. Кто скажет, какое правило действует, как мы правильно пишем это В? В начале слова, если пишется, то пишется как В. Верно. А если в середине слова, то пишется либо У, либо И. А что скажешь насчет межзубных звуков? С. Да, ну, а как ты определил, что они между зубами произносятся? Ну, сначала вот говорит вот русский С, и потом просто вот вытянуть язык вперед. С. Со всякой буквы могут начинаться слова в башкирском языке. Нет. С буквы Ё не может. Ее не может, это иностранное. Аналогично Ч и Щ, и Ц. С, З. Про С согласен, в литературном языке нет слов, которые на С начинаются, а вот З одно слово все-таки есть. Мы сейчас его на этом уроке как раз будем разбирать. Это единственное слово, которое начинается на З, и все производные от него слова, соответственно, тоже. На Н, К,
к вашему, дорогие мои русскоязычные собратья, счастью, ни одно слово в башкирском языке не начинается. А вот, к примеру, в языках народов Севера таких слов полно. Но не только народов Севера, есть еще такая народность, как дунгане. Это что-то среднее между киргизами и китайцами. Так вот, у них слово «на», которое по-русски означает «гусь», начинается как раз вот с этой вот буквы. А вот это иллюстрация чего? Широкий. Широкий гласный. Широкие гласные, Ой, узкие гласные, гласные. Ну, расскажите, пожалуйста. Гласная буква А – это широкий, А тоже широкий. ОЭ – это узкий. Да, все остальные, в принципе, Все остальные и широкий, и узкий, значит. Он вообще никакой, он средний. Просто русское Средний. ударное и все. Ну ладно, закончили с повторением. Ах да, мы уже поздороваться с вами забыли. Давайте все хором. Так, а что вы примечательного видите в этом слове? Ну, сочетание все, которые, как объяснить, ну, которые difficile de prononcer. Ну да, то, что оно труднопроизносимо, я не сомневался. Это как раз замечательное слово, которым тестируют наших дорогих гостей Республики Фонетик. Башкортостан. Да, фонетически это очень трудно произносимое слово. Итак, что еще такого примечательного мы видим? Здесь есть два аффикса и один И корень. один корень. А и один корень. Замечательно. Носители эфиопских языков тут мне сзади прекрасно подсказывают, очень даже к месту. А что за штука такая, аффиксы? Вот объясните ко мне. Это так называются суффиксы. А почему мы не используем слово суффикс? Потому что в башкирском языке приставок нету, есть только окончания. Окончания могут дополняться. Да, присоединяем только справа, слева никогда. Есть, конечно, слова, которые пришли из персидского языка и имеют старую персидскую приставку, но сейчас мы в башкирском таких вещей, как приставки, не выделяем в принципе. К примеру, есть такое замечательное слово «бибага», бесчисленный, не поддающийся оценке. Но таких слов мало, да и рассматривать их как отдельный тип совершенно не имеет никакого смысла. Переходим к нашей новой сегодняшней теме. Тема называется «Халамхад Хюйлян». Кто правильно запишет на слух, тот вообще афорин. Халамхад Хюйлян. Халамхад Хюйлян. Кылымхыз höylem. Халамхад. Кылымхыз höylem. Да. Сможете записать? Смогу? Да, попробуйте, запишите. Если правильно запишите на слух, вообще великолепно будет. Это значит, что я не зря в прошлый раз здесь стоял и пытался вам объяснить башкирскую фонетику. Халамхад Хюйлян. Прекрасно. Тут правильно? Ну-ка. Хюйлян. Да, верно, верно. Слушайте, вы, оказывается, еще и слышите хорошо. Халамхад. Вот все правильно, за исключением одной буковки. Халамхад. Это не х с храпом, а х. Чем вам нужно работать, это над развлечением х, х, г. Замечательная позиция. Прошу вас. Колом, ага. И вот та же самая картина. Колом х хюйлям. Итак, колом х хюйлям. По-русски это называется еще более невразумительным словом безглагольное предложение. То есть предложение, не содержащее в себе никаких глаголов. Глаголы – это тема сложная, разветвленная, очень заразная. Вы быстро начинаете либо сразу говорить правильно, либо сразу лепить кучу ошибок и долго от них лечиться. Так что давайте пока обойдемся немножечко без глаголов. А чтобы говорить без глаголов, нам надо знать хотя бы, например, такие слова, как личные местоимения. С ними можно составлять легко всякие безглагольные предложения. Мы будем сейчас узнавать, кто есть кто. Пожалуйста, кто-нибудь может прочитать личные местоимения единственного числа, первый столбец таблицы? Мин. 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 Хин. Ул. А, нет. Да все правильно. А, ул. Куда же вы так? Что же вы сами себе не доверяете? Так, Селестан? Bed, Бед. bed, has, Хен. has, Так. Надо, чтобы ты меня видел. Взгляни, пожалуйста. Head. head, Head. head,
Ага, прекрасно. На губы растягиваешь вот так, но не так. Хей. Хель. Улар. Улар. Эти слова называются личными местоимениями. То есть на русский язык это переводится как «я», «ты», «мы», «вы», «они». А почему я слово «улу» как-то обошло вниманием? Может, кто скажет? Потому что это оно. Оно, да. Ну, не только оно. Он, она тоже. И он еще и он, и она. Как бы заменяется. Три в одном? другим словом. Что ли? Так 3 в одном это раз. Еще есть слово «у» в значении «сын». 4 в одном. А почему он, она и оно вдруг объединились в одно слово? Носители тюркских языков знают, я знаю, попробуем спросить у Софьи. Давайте попробуйте выяснить. Еще будет вдруг он, она, оно, зачем одним и тем же словом называть? Ну, может быть, когда не знают, к кому обращаться. По-моему, это связано с том, что они единственное число. Так. А улар это уже как общий, Это вот, множественный. Вот. Но смотри, во французском ты же говоришь, там «il», «elle», Oui. по крайней мере 2 местоимения, в русском 3. В некоторых африканских языках есть по 10 местоимений с одним и тем же значением «он», «она», «оно». А почему в башкирском вдруг одно слово в единственном числе? Est-ce qu'il y a une différence entre «il» et «elle» en башкир? En bashkir, je ne sais pas, mais en français, il y en a. Именно это я и хотел Ну, сказать. то есть, вот я хочу объяснить, что вот может быть на башкирском нет отличий, потому что тут уль сразу как он и она и оно, но на французском это отличается. Il это он, elle это она, и все. На башкирском вообще все просто. Нет никакой разницы. Он, она или оно. Большой, большая или большое. Категория рода отсутствует начисто. Ее нет в принципе. У нас то же самое. То есть у нас тут не отличается он или она, тем более оно не бывает у нас на малагасийском. И прямо как на башкирском. Вот поэтому я уже говорю, что формирование башкирской фразы почти как на малагасийском. У вас глагол в конце стоит на малагасийском? Оно насчет глагола только отличается. А. Когда я смотрю, например, как у нас вот, башкар, телен, эренем, то есть эренем уже получается как глагол, да, получается? Да, глагол. Вот, а телем это как вот, язык, башкар Да. это башкирский. Действительно, в башкирском языке, к счастью для наших русскоязычных собратьев, категории рода нет в принципе. Это очень сильно облегчает работу с языком. А теперь давайте возьмем несколько новых слов, которые пригодятся при составлении безглагольных предложений. Давайте произнесем. Был. Был. Банда. Бунда. Теге. Теги. Теге. Теги. Тегенда. Тегенда. Теги, да. Там. Егет. 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 Какая особенность в слове егет? Е, два звука. Е. Вот здесь, да, первый? Да, первые два звука. Е. Егет. Второй уже Один. один звук. Йорт. Йорк. Йорк. Какое слово мы изучали, которое тоже означало дом? Йо. Ой. На прошлом Ой. Эй. Эй. Манара. 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 Дур. Зур. Так, Селестин молодец, все получается. Так скажи, какая особенность у слова дур? Межзубный слог. Межзубный. Да. Межзубное произношение. Ага, единственное слово, которое начинается на На «з». да. Я уже это говорил. Ты уже это говорил, поэтому я тебя еще раз Да, спросил, да. собственно говоря. Единственное слово, которое, единственный корень, который начинается на «з». Слово не единственное, есть еще, например, «зурлык» – величина, «зурайту» – увеличивать. Ну, это все, видите ли, словообразовательное гнездо. А корень вот единственный такой, который на «з» начинается. Белякей. Белекей. Белякей. Белекей. Прекрасно. Так, а теперь попробуйте из этих слов понасоставлять несколько безглагольных предложений. Мин банда. Зур-йорт. Банда. Зур-йорт, ну это словосочетание. А теперь скажите, этот дом большой. Был йорт, Был зур. йорт, зур. Этот дом большой. А теперь внимание, скажите, это большой дом. Был йорт, зур. Зур, йорк был. Был опять в начале, зачем же вы его? Был йорт, зур. Был зур-йорт. Это большой дом. То есть
Подлежащее здесь это был. А это есть что? Что мы о нем можем сказать? Какое хабар, какое сказуемое? Зур, юрт вместе. Что это? Это большой дом. А вот во втором случае был юрт, зур. Это дом большой. О чем идет речь в предложении? Об этом доме. Был юрт подлежащее. А он каков? Он большой. Зур. Это сказуемое, оно в конце стоит. Селестин, ты понял? Нет. Так, вот смотри. Был юрт, зур. Был йорт, зур. Этот дом большой. Ага, dans la phrase, il s'agit de yurt, d'une maison. C'est le sujet de la phrase, это подлежащее. Каков он Да. большой. Был юрт – это просто определение к нему вот сюда. А если ты скажешь был зур юрт, Cette grande maison. c'est une grande maison. C'est une grande maison. Voici une grande maison. Был зур юрт. Ты показываешь. Voici une grande maison. Так, теперь понятно? Понятно так. Этот дом большой. Кто не понял? Не понял. Был зур юрт. оно Это есть вперед что? идет, Это да? есть большой дом. Сначала подлежащее, а потом сказуемое. И это есть что? Если тебе Был важнее зур сказать юрт. про дом, то ты ставишь Да, если тебе сначала сказано- слово «дом». Если тебе, А если важнее, если тебе что важно больше? сказать, что это именно дом, а не что-то еще, тогда тебе юрт надо в конец поставить. А если именно большой, тебе нужно Был юрт указать. зур. Каков он? Что это самый главный момент ставится в конце. Самая главная новая информация ставится в конце. В безглагольном предложении самое главное слово ставится в конце предложения. Этот дом большой. Был юрт зур. Это большой дом. Был зур юрт. Был зур Был йорт. юрт. О чем говорится в предложении? О был, об этом. Это есть что? Это есть Дом большой. зур юрт. Юрт, дом. Ну, А зур к нему определение. А если мы скажем был юрт зур, о чем идет речь? О доме. Он какой? Он большой, поэтому это в конец. И какой дом? Этот дом. Определение уже в данном случае будет был. Это несколько такой сложный, но принципиальный момент, как, собственно, и вся наша замечательная теория, которой довольно много. Вот мы и подошли с вами к одной из тайн слова гаумагагата, а именно к вопросительному аффиксу. Кто мне скажет, где, как определить этот самый вопросительный аффикс? Где он есть и с чем его едят? Вот добавляется он. Так. И, конце. в каком виде? аффикс. Нет. Мы. Или не. Не. От чего зависит? От, От числа, написания наверное. слова. Чего? От написания жесткое, От классно. гласной, твердой или мягкой, да? передней Да. или задней. Вот, совершенно верно. Слушайте, вы этот закон синхронизма, наверное, за неделю уже успели вызубрить. Ну, конечно, понять надо же это все. Совершенно верно. Именно что надо его понять. А сейчас к закону синхронизма еще одно бесплатное приложение. Итак, давайте представим слово. Вот здесь, допустим, проходит граница корня, и здесь начинаются аффиксы. В последнем слоге слова находится буква О. Ну, как в слове башкорт, например. Понятно? И тут к этому слову присоединяется аффикс, у которого буква есть. Вот как м этот аффикс. Этого случая в башкирском языке нет и быть не может. Это которое должно быть по правилу в аффиксе, оно меняется на такое же о. Например, хин башкорт, ты башкир. Хин башкорт м. Видите, в последнем слоге слова о, и это о повлияло вот сюда. Здесь должно было быть по тому правилу, что мы только что озвучили, а тут о. Почему так? Потому что это называется губная гармония гласных. Последний слог слова содержит губной гласный, огубленный. Помните, мы говорили? Два всего их. О и Всего два. А аффикс должен был бы содержать, если бы не было этого правила. Мы там поставили, правда? Аналогично, в переднем ряду то же самое. Если слово в последнем слоге содержит гласный а по правилам к нему должен присоединиться аффикс с буквой «е», вот как «ме», то это из аффикса меняется на В безглагольном предложении к корню слова присоединяется вопросительный аффикс «м» или «ме».
Это карандаш, был калямме. Это книга, был китапма. Обратите внимание на губную гармонию гласных. Если перед вопросительным аффиксом идет огубленный звук «о» или «ы», вопросительным аффиксом становится «мо» или «мö». Он башкир, ул башкортма. Правильно, ул башкортмо. Это Уфа, был Уфюмы. Правильно, был Уфюмы. Вопрос можно? Да-да. Это когда задается вопрос, имеете в виду? Да. Или, допустим, башкорттарым. А вот Тогда- башкорттарам здесь губная гармония прерывается. Почему? Появилась А. Из-за А прерывается вся губная гармония. Остается только рядная гармония, с заднего ряда. А сейчас мы ведем речь про губную гармонию гласных. Она, кстати, в азербайджанском языке тоже есть. Сянь башкорт сон мо. Сянь башкорт мо сон. Башкортсанмы. Башкорт сан не годится. Нехороший пример. Башкортсанмы. Тоже А если сан убрать? Можно? Башкурдмо? О, башкурдмо? Что там будет? Нет такое слово. Башкирдмы. Там башгырд. Все, не годится этот пример. Там башгырд, это же... Башкирд. Там не губной, не годится. Так. А если сказать тюркмы, например, так? Да. Вот это ü. Там же и должно быть по всем правилам. Но это и меняется на ü. Потому что, например, о Кабрызлым вы бы сказали. Он с Кипра. Есть еще слово башкирдмысан. Вот, башкырдмысан. Видите, там «ы». А если там губной гласный переднего ряда, то это «ы» меняется на «ы». Тюркмы сянь. Так ведь? Да, башкирдмысан. Да. Но это упрощенный вариант для носителей азербайджанского, а теперь сложный вариант для нас, не носителей тюркских языков. Итак, вот замечательная схема, иллюстрирующая это правило. Вот тут граница корня, поэтому я ее пунктиром выделил. В последнем слоге слова содержится «о» или «э». Аффикс, который присоединяется и содержит узкий гласный. Это у нас узкие гласные, помните же? Аффикс, который содержит узкий гласный, содержит вот именно «о» или «э». Обязательно. Это правило. Я здесь что-то я не понимаю насчет который превращения вот Так, «о». вот смотри. Где мы изучали, что надо это превращать вот который носочек. Это новое правило, дополнение к закону гармонии гласных. Смотри, вот, допустим, у тебя основной вариант этого аффикса либо «м», либо «н». Вот, основной По вариант. правилам. По тому правилу, которое ты уже знаешь. Вот у тебя появилось слово «башкорт». Ты видишь? Тут «о». У тебя по всем правилам должно быть здесь «м», потому что это задний ряд, но это «ы» не бывает, потому что перед ним «о» стоит в предыдущем слоге. Это «ы» меняется на «о». Вот это получается. Да, вот оно, верхняя строчка. Аналогично. Тырык по всем правилам должно Так, мы. должно быть «ме» с мягким гласным. Но это «е» не бывает, перед ним «ы» стоит в предыдущем слоге. И Поэтому «ы». Бал корто. Бал корто, медоносная пчела. Бал корто плюс... О, тогда да? Да, должно быть «ы» по всем правилам, но есть губная гармония. И еще одна вещь. Был юрт тугель. Это не дом. Тугель – это слово «не», которое во французском «па». Не «па», не полная конструкция, только вот это «па». Только «па». Ce n'est pas en maison. Вот это «па» – это тугель. Для русскоязычных повторяю, что это «не», но ни в коем случае не «нет». «Нет» – это «юг». В данном случае тугель – это отрицание, которое ставится после того, что отрицается. Это дом, а это не дом. По-русски мы ставим перед этим домом, по-башкирски после него. Частица «тугель» присоединяется к определенному слову и выражает отрицание. Я не студент. Мин студент тугель. Эта частица ставится после отрицаемого слова. Не карандаш. Калям тугель. И это слово, вот это тугель, в азербайджанском есть же даиль. Есть. Да, так же.
Ага. И это слово принимает на себя вопрос, если надо спросить. Это не дом? Был виртугельме? Это понятно? Кто не понял? Какие-то растерянные глаза? Давайте еще раз, чтобы закрепить. Так, тугель это не. Это отрицание, отрицательная частица. Ставится она после того, что мы хотим отрицать. После того. По-русски это не дом. Перед ним, правда? Это дом, это не дом. Где стоит перед домом? Где это не стоит? Перед домом. По-башкирски был йорт тугель. Это не дом. Ставится после того слова, к которому оно относится. И это тугель, если нужно задавать вопрос, вопрос ставится вот сюда, в конец. Вопрос ставится всегда вопросительный аффикс к ключевому слову. В данном случае ключевым словом будет тугель. Оно как бы перенимает на себя часть функций вот этого вот йорт. А вот который знак вопрос, это всегда рядом с последним словом? Или это не всегда так? Знаешь, то, что я сейчас показываю, называется по-французски question générale. Est-ce une maison? Est-ce que c'est une maison? Вот когда речь идет о question générale, об общих вопросах, на которые мы отвечаем да или нет, тогда ставится вот это «me», «mo», «me». Это аффикс общего вопроса, на который отвечаем да или нет. И «ем» и «юкма». Понятно. Да. Как только появляется общий вопрос, надо ответить да или нет, ставим вот эту замечательную часть слова, этот замечательный аффикс. Попробуйте составить из предложенных вам слов предложения. Скажите, пожалуйста, это не большая башня. Был. Был. Так, башня, где башня? Был вот. Манара Белякей. Да. А я хотел сказать, что это не большая башня. Был Манара Белякей Тугель. Белякей тугель. Ну хорошо, не маленькая. А теперь попробуйте вы сказать. Вот тот парень не маленький. Так. ТГ. парень. ТГ Егет. Ге. Что это такое? Ну-ка, Взяли русский и, оттуда произносим ТГ Егет. Не маленький. Белякей. Белякей. Тугель, да. Тугель. Вот та башня небольшая, обратите внимание на мою интонацию. Вот та башня небольшая. ТГ Манара Зурмы. Зурма, а теперь небольшая. Зур Тугельме. Вот, это вы что задали? Общий вопрос. Общий вопрос, когда ожидаешь ответа да или нет, это называется общий вопрос. И именно в случае общего вопроса мы ставим этот аффикс «м» или «ме». Давайте еще раз попробуем. Не получается. Да. Ну, составьте какое-нибудь предложение. Это не башня, а дом. Был. Был, он вот там был. Ой. Был Манара. Манара. Мы. Нет, «м» это вопрос. Так. У нас нет вопроса. Это не башня, Был а дом. Манара. Нет. Был Йор. Башня нет. Еще раз. Нам нужно, это не башня, а дом. Был Манара. Был Манара. Мы. Был Опять Манара вопрос? Тугель. Одну секунду. Йорт. Давайте не будем подсказывать. Смотрите, нам нужно сказать. Был Юг Манара, что ли? Одну секунду. Юг это нет. А нам надо не. Софья. Тугель это не. Был Манара Тугель. Был Йорт. Во-первых, Был Манара, Тугель. Тугель. Тугель просто. Тугель, да. Вы же не вопрос Это задали? вопросительный. Тугель. Дом, да? Йорт. Вот. А если вопрос сразу «йортмо», да? Йортмо. Совершенно верно. Афарин. Так. Теперь давайте вы составьте какое-нибудь предложение по своей инициативе. Был Егет Тугель. Экев. Вот. В слове «кот» какая буква первая? К. «К». С хвостиком. Заднего ряда, да? Совершенно верно. Алдин Бейс, вас не спрашиваю, вы уж простите, вы и так всю эту механику знаете, она у вас родная. Более-менее, да. Был Манара Тугель, ой. «И», только это «и» означает семейный очаг, а мы имеем в виду здание, поэтому лучше сказать «юрт». Йорт. Йорт. Да, «и» тоже можно.
Но тогда надо будет уточнить, что это жилой дом. А юрт это, в принципе, какая-то постройка, которая дом напоминает снаружи. Ой, это сказуемое тогда? Да. Ой. Сказал. А если, например, например, квартира, это теперь ой или понятно. йорто? Здание это юрт, а дом, если ты подчеркиваешь, что ты живешь в этом доме или кто-то живет, если ты это хочешь подчеркнуть, тогда ый. Ну, квартира. И вот тогда однозначно ый. Юрт это здание, помещение. И, то же самое и, да? Например, И. ой. Ха. Мин бында и тегенда. На это есть особое слово. Хам. Первый выдох. Хам. Хам. И это что означает? C'est une conjonction et. Moi et quelqu'un. Мин бэнда, хем тегенда. Вот к чему приводит нарушение норм произношения. Ты сказал бенда, это значит существо. Банда. Бэнда. Мин бэнда, хем тегенда. Произношение замечательное. Я думаю, вам потребуется еще несколько слов. Давайте попробуем их написать на слух. Хам и. Это я договорно? Я договорно? Вы пишите? Пишу, да. Хам и. Прекрасно. Я. Две буквы. Это не я, это я. Запятая. Яки. Опять также две первые буквы, еще ки. А там вот такая вторая? Широкая, как иряням. Все правильно, все правильно. Запятая. Я и ха. Потом потом и, х, Я, запятая, яки, я и ха. Я и ха. Это все или. С. Это менен. Вариант белен в башкирском языке с 30-х годов совершенно неприемлем. В диалектах еще есть, но в литературном его уже не было. Что это значит? Менан или пелан? Менен. Это с. Обратите внимание, как я сейчас назову эту часть речи. Это не предлог, как в русском, а послелог. Сравните. Это как бы... С праздником Байрам Менен. После самого слова, когда Да. говорится вот эта буква, значит вот после лог, да? Да. Я иду с вами. Менен бар. Сначала ставится вы в соответствующем падеже, а потом слово менен. Сначала ставится само слово, а потом с. Ну, я с тобой. Как? Мин, хинен, менен. Мин, хинен, минан. С ставится после того, к чему оно относится. Так же, как, собственно, и этот тугель. Тоже своего рода послелог, только это не послелог, а частица. По-другому строится, вообще никак, Вот. не по-русски. Совершенно не по-русски. То есть предлоги ставятся как до, так и после могут ставиться? Только после. Только после? Только после. Это не предлоги, это послелоги. А предлогов нет вообще? Нисколько. Вот есть замечательная фраза, которая служит названием нашего проекта «Башкорт телен öğrenen». Это предложение глагольное, в нем в конце стоит глагол. А, собственно, кто не изучал этот язык, вот никогда не занимался, кто не понимает эту фразу, так? Если не занимался вообще языком, вот если не прошел 2 урока, как мы с вами, и не видит в ней вообще ничего, ну, может, кроме специфической буквы, да, может опознать слово «башкорт» в лучшем случае. А мы что с вами видим? Что здесь есть? Ну, башкорт как башкирский, телен язык. Дальше идет глагол. Да еще глагол с личным окончанием, это же «я учу». Да. Кроме того, в слове «башкорт» последний гласный губной, на него действует губная гармония. Знаем? Знаем. В слове «тель» гласные переднего ряда знаем? Да. Здесь есть узкие и широкие гласные. Знаем? Знаем. Здесь есть гласные заднего ряда и переднего ряда. Вот видите, сколько всякой информации. И все ведь совершенно полезно. Что вообще такое язык? Как по-вашему? C'est une raison pour laquelle on fait la conversation. Прекрасно. Это средство общения, средство коммуникации. Верно. В которую включена культура народа, звуки. Прекрасно. Прекрасно. Язык – это менталитет и образность. Те образы, которые имеет в своем языке один народ, другой повторить не в состоянии. Некоторые африканские народы говорят не белый, как снег, естественно, потому что снега у них просто нет, а белый, как оперение цапли. Потому что цапель этих не видели, а у них этот образ в языке
в массовом сознании и в языке, соответственно, тоже закрепился, и, соответственно, они этим самым образом и пользуются. Поэтому, не зная то, что этот образ в языке один, мы можем иногда и неправильно понять человека, говорящего на другом языке. Классический пример образности в языке – это какой язык? Язык жестов, наверное. Совершенно верно. Группа жестовых языков. Башкирский жестовый язык как средство коммуникации еще недостаточно разработан, к большому сожалению. Неслышащих и слабослышащих детей обучают с применением русского жестового языка и русского пальцевого алфавита, дактилологии. Естественно, жесты для каждого языка должны быть разные. К примеру, в русском языке, в жестовом, слово «бог» показывается вот таким образом. Но ведь это как крест у старообрядцев. Естественно, башкиры, будучи мусульманами, вот такого жеста принять не могут. А как вот я учу башкирский язык? Жестами. Башкирский? Башкирский. Совершенно верно. Почему Забавно, не так правда ли? башкирский? Ну, не знаю, Ну, видимо, Пашка, важно. видимо, ассоциация со словом Паша, голова. Баш. Шуның менән дәресебез тамам. Барыгызга ла бик зур рәхмәт. Һау булып торыгыз. Сегодня легче воспринималась информация, чем неделю назад. Мне, конечно, эти произношения, честно, я пока, как даже написать вот «е», там «и» кратко, кстати, или только «и». «Е», как это «или», который только что он сказал. Яки, Яки. якиха. Это или он сказал, а и это хам. Как пишется вот эти Селестин, «ё». мы со второго занятия с тобой, боюсь, не запомним сразу, как они пишутся. Ты пока пишешь, вот как ты это слышишь. Мы уже научились читать. Писать мы со слуха уже научимся чуть дальше. Ладно, А у меня не якше. получается отрицание. Тюгер. Это не стол. Не стол, да? Да, ручка, этот калам, тюгел, карандаш, тюгел. Йог – это нет, уже однозначно. А как же вот тугель эти- это предлог к «не», как в русском Тугельне, языке. тугельно. А это тугельне, это уже когда ты вопрос спрашиваешь. Это уже с задаешь, это вопросом, да? уже вопросительно идет. Дополняешь аффикс «не». Ну, а в общем, классно, да? В общем, вообще великолепно. Интересно. Я все время подглядываю гласные заднего ряда это или переднего, чтобы вспомнить. Лучше сказали бы твердый Надо гласный, мягкий гласный. Да, Просто да, мне да. так удобно. Да, 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 мне тоже. Проще переднего. запомнить все башкирские буквы Они, гласные, они они переднего. переднего. Да, Да. кроме э и е. Ну, кроме «ы», Да, да. Да, да, да. А, О, У, И. 4. Это твердый. Все, что было принято с кириллицей, это все заднего ряда. Проще запомнить в плане того, что кириллицу мы все знаем. А вот эти все башкирские буквы, они идут к мягкому относятся, и они передние. Проще запомнить так. В чем мне нравится вот в его преподавании, что он тонкий преподает. Или задние. Вот, совершенно верно. Слушайте, вы этот закон синхронизма, наверное, на Элизу уже успели вызвать. Ну, конечно. Итак, давайте представим слово. Вот здесь егерь. Егерь. Какая закончится слово егерь? Два звука. Е. Вот здесь, да, первый? Да, первые два звука. Е. Егет. Второй уже один звук.